Сегодня пражские университеты снова перешли на режим дистанционного обучения. Кроме того, жители столицы вынуждены носить маски на всех мероприятиях, включая те, что проходят под открытым небом. Глава Минздрава страны Адам Войтик заявил, что хотел улучшить сферу здравоохранения, но пандемия COVID-19 не позволила этого сделать. С появлением COVID-19 я фактически стал министром коронавируса. По сути, мы занимаемся им с начала года, и особенно с 1 марта, когда в Чехии начался рост количества заболевших. Я думаю, что я и мои коллеги днем и ночью делали все возможное, чтобы защитить наших граждан от инфекции. Ситуация с COVID-19 в Чехии обострилась в конце августа. За последнюю неделю рост количества заболевших превышал 2000 человек в сутки. Это в разы больше, чем весной. Резкий рост новых случаев также отмечается в других странах Европы, в частности в Испании и Франции. В Великобритании тем временем открыто заявили о начале второй волны. На данный момент мы считаем, что эпидемия удваивается примерно каждые 7 дней. Если так будет продолжаться, в середине октября у вас будет что-то около 50 тысяч случаев в день. На фоне резкого роста в большинстве стран Европы Швеция сообщила о снижении числа новых случаев COVID-19. В отличие от других европейских стран, шведское правительство не ввело карантинные меры в начале пандемии весной. Риск второй волны меньше в Швеции, но мы определенно не застрахованы. Нужно быть очень осторожными и следить за первыми признаками того, что что-то происходит. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить обострение. Второй страной Европы, где не вводился карантин и жесткие ограничения, была Беларусь. По информации, на воскресенье там выявили 213 новых случаев. С начала сентября в стране отмечается рост количества заболевших. Ну и это лживая статистика, утверждают белорусские врачи. Накануне они записали видеообращение. Если государство пытается решить проблему COVID-19, игнорируя ее, мы отказываемся участвовать в обмане. Всего, по данным на 20 сентября, в Беларуси с начала пандемии COVID-19 заболели более 75,5 тысяч человек. Умерли 780 пациентов. Согласно данным ООН, которые поступили из Беларуси, за апрель-июнь там умерло на 5605 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Причины смертей не раскрываются. Официально от COVID-19 за это время умерли 293 человека, то есть в 17 раз меньше. Ольга Жарнасек, «Настоящее время».